Имена истинных патриотов, граждан, беззаветно преданных своей земле, тех, кто стоял у истоков современного национально-освободительного движения, итогом которого стала победа в Отечественной войне народа, обретение и международное признание независимости будут вписаны золотыми буквами в страницы новейшего периода истории Абхазии. Арианыба зиграбхеда ихзада хпалой хаантызди абсугынткарра ашетыркуя. Хтула радхет яхада Владислав Григорьевпа Арзенба. Уйим чилша и пстазаразик зика заус елчвахы ехепи амш. Апсад гиладзе яшей взорана, анак дзараюит хажлар ашушук ской вулган яргоза гозахара. Нангам зазахтулач и нартбан язгвартит урыстулата федерация апснахипшура азханадзеисте жокшук сазра. Жокшук сарабха ярубас яларшан кудрыпи альха хакуитпра. Апснак зара айташи кургулара. Артах тысква хажлар турыхаджа акырдзаз засква рапниху. Представителей делегации, прибывших на торжества по случаю 30-й годовщины Победы, принял президент Республики Абхазия Аслан Бжания. На встречах с гостями глава государства отметил огромную поддержку и помощь России в послевоенном развитии Абхазии. Приветствуя гостей, президент отметил огромное значение помощи, оказанной нам северокавказскими братьями, добровольцами со всей России, пришедшими на защиту Абхазии в тяжелейшие для нас дни войны. Многие из них отдали свои жизни во имя независимости и свободы Апсны. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Апсад гилахакуитра ирациона бипараква рабстазарах нырцахи. Яхапснахипшумра вежижа башуксахыцра амшнаха назбахту, зиграт хиркулан рыцбах пару, ахамекзаре афрхазаре арпшна, апснапепшласа азазга зацейча. Урту хала рух абзурахи, ехепе тынчпстазара. Афрхаза рихцква хаштра рукум. Уртр Гуалашера есымши рыцзавы обслуживал. Дорогой ценой досталась нам победа. На тяжелом пути к ней многие отдали свои жизни. Глубокую благодарность и вечную память хранит народ Абхазии о тех, кто стойкостью, бесстрашием, кровью своей завоевал свободу и независимость Абхазии. По установившейся традиции, в это утро было многолюдно в парке боевой славы. Здесь покоятся наши защитники. Почтить память о них пришли родные и близкие, друзья героев войны, жители и гости столицы. К мемориалу славы возложили цветы президент Республики Абхазия Аслан Бжания, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, депутаты парламента, главы администрации городов и районов республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии и гости праздничных торжеств. Гумстатпи мрагларапи фронт пырхне башвоз арвая командирчи. Хапсадгил ахаданаква рабхет ямшкана дыркна, харб джермчкоре башчи, а партизанчи, а фурхатара яша адырпши. Уртыргуе тамсква напыша шалый чагылы, арвай абджари аджапхани хапхеца рачал измазаға. Уртырха мегзари, рдухатный чир чапха, Праздничное шествие открывают участники Отечественной войны народа Абхазии, бывшие бойцы и командиры Гумистинского и Восточного фронтов. Нелегко досталась победа над вооруженным до зубов противником,
413 дней и ночей продолжалась кровопролитная и жестокая война. В эти тяжелые дни раскрылись лучшие черты солдат Отечества: преданность Родине, высочайшая самоотверженность, стойкость, мужество и героизм. Для участия в праздновании Дня Победы и Независимости в Абхазию прибыли наши братья из Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании, Адыгеи, Южной Осетии, Дагестана и Ингушетии, добровольцы из других регионов Российской Федерации, казаки Юга России. И, конечно же, наши соотечественники, представители абхазской диаспоры, прибывшие на помощь Родине в сложный период из Турции, Сирии, Иордании и других зарубежных стран. Воины-добровольцы с первых дней войны, несмотря на чинимые им препятствия, преодолевая трудности, прибывали к нам по зову сердца, чтобы вместе с нашим народом отстоять свободу и независимость, суверенитет и государственность Абхазии. Многие из них сегодня принимают участие в юбилейном параде. Знамя Гумистинского фронта несет ветеран Отечественной войны народа Абхазии полковник Роман Рабая. Знамя Восточного фронта несет ветеран Отечественной войны народа Абхазии полковник Амиран Свинария. Слушайте все! Начинается военный парад, посвященный 30-й годовщине победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Замерли в строю парадные расчеты, заканчивают последние приготовления военные музыканты.
Слушайте все! Начинается военный парад, посвященный 30-й годовщине победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Замерли в строю парадные расчеты. Заканчивают последние приготовления военные музыканты. Парад! Апснаженткар рабиракы, аяй рабиракы рытака, шешеряш. Ара марахала поларас, ака, рул! Ахапытра ашты рыманиквой, апснаженткара рабиракы, аяй рабиракы. Абирак Нальбейцер Губ фотографирует апоты или хаджо азим шарфет, команда Катератарилки Хабер, подполковник Игорь Нинуа. Ахинкарат Бирак Нейгой, Аррат, Амарал психологию Цитотераустатный Хабер, полковник Ислам Мышка. Аяйра Бирак Нейгой, Абсидлер Рчишкила ветеран, Аррат, Амарал психологию Цитотераустатный офицер Хабер, подполковник Альберт Гунья. На площадь вносится государственный флаг Республики Абхазия и Знамя Победы. Возглавляет знаменную группу начальник Сухумского высшего общевойскового командного училища подполковник Игорь Нинуа. Государственный флаг несет начальник управления боевой морально-психологической подготовки полковник Беслан Мушба. Знамя Победы несет ветеран Отечественной войны народа Абхазии, старший офицер управления боевой морально-психологической подготовки подполковник Альберт Гунья. Танчрала, гул! Парад! Смирно! Для встречи слева! Накрат! Ул! Апснатыла министр Апснафурхадзе, Айнрал полковник Владимир Ановый, аппарат команда Тацель, Айнрал полковник Беслан Цичби, Армачинова и Пуларс Арчунархуй. Машины с министром обороны и героем Абхазии, генерал-полковником Владимиром Ануа и командующим парадом, генерал-полковником Бесланом Цвишба начинают движение навстречу. Товарищ министр обороны Республики Абхазия, парадный расчет
Вооруженных сил Республики Абхазия и дружественных стран для парада в ознаменовании 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии построен командующий парадом генерал-полковник Сыжба. Шибзевича! Еще до сна голод сны вертить пебешля яйра, и же бы шубся хотва. Атулович министр аппарат ялов хуарра губ подрусна, а психвер айбешля филька за яйра, и бы шубся хотва, рубина долой. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Шибзевича! Еще до стыжер жить пебешля яйра, и же бы шубся хотва. Ура! 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 Министр обороны совершает объезд парадного расчета. Поздравляет участников парада с 30-й годовщиной Победы народа Абхазии в Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Здравия товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ура! 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 Атулович министр Аксна Фурхадзе
генерал-полковник Владимир Ануа, аппарат Ялаху Рылсра Хыркшан, а трибунашка Учинихи. Министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа завершил объезд и подъезжает к трибуне. Министр обороны поднимается на трибуну для доклада главнокомандующему вооруженными силами президенту Республики Абхазия Аслану Бжания. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, парадный расчет вооруженных сил Республики Абхазия, к параду готов министр обороны генерал-полковник Ануа. Вольно! Вольно! Уже обснагнуткара хада, арбтермчква команды который хада Аслан Бжания, а яйра межили башукса хитреску, ажох айцой. Айглашкатка, хатырску, а ветеранша. Яха язгвахтойт апсва зигихзы, ацакду змоу, и пшоу, а яйра дуамш. Ежа башуксарабха, хайбашца гумшапа, а кыртвам пыцахалы апсны, ялцаны, игры хакны, а яйра бирак ахадргылет. А яйра яхаквитры рымш, хайвер зиги, а нейц гыргам шук, а хау яцук, аллахев тараги. Зкейф фипшини жаю шукса, нан хамза фипширзып жарла якных, апсны ялалаз, ага, иктакын, надзаздги, ашархары тагылоз, апсу хынткара мацара акныз. Узкан аказарей, акамзарей рибжагылан, апсу жларги. Аха хайбешца гумшаква, ирбзаураны, екурхоп хайжлар, эташа кургылоп, апсу хынткара. Хайжлар рзы, раздун, яхайны водаюз, амтазы, ансада ханайшаз, зыпсадгилы, зывайжлар рзы, зхаем экзоз, этакны айжлар зигирзы, зыграргоз, апыза Владислав Арзенба. Ой апсны акчаразы, яжа адкепш, яхацгылет хайбешса, ортырыва гылет, аяшара харахганах шықыз елызгаз, апсны екунхо герт амилат пархатарнакша. Хапсадгил ашартара интагыла хала ханырмыш, înхыз Кавказ инхо хашса, аха анырч еку хджинджва, убус урыстола ахатарнакша. Апсны арб жермчпа апсан айбеш рансоз акуш ашып скорзы. Орт напгара рыртон Владислав Арзенба, ева гылас Султан Сосналиев, Сергей Бар, ецек арва. Харт апсожлар лымкаала, хахзызаларуп, шала ягу хаквитра, и хахчаларуп яхгаза яйраду. Акыр япсо, а ветеранша, шарайфи бзураны, яха ханхойт, ханцвойт, зхыякуту апсо хынткаррахны, хапсадгил икуйвайт хбызша, шарая шырпшы зафырхацара, шырпшыган иқоп, изисхава абипаразы. Яхалым кала, итауп хашасхойт хайбешша, гомшак апсадгил абзебара, уяха квитразы, ахамегзара, рылазазы, аначаябасы. Дара, игуштыхку, дарки харги хзеб, шону хархы, ахала дурку, яхахзаз, аюза рахзызва, ескинги хазгу, а республика ква гайша. Хатбаб халалы бешлос хашчы, мушын ныршпи джинджва, атырску суваждар. Гопсыкала, и хыдысны хода яйра дуамш. Нагзарак зайт апсва хынткарра, айс харарыма зайт апсва жлар. Иқа зайт иснаг хадгилакны атыншыра.
дорогие сограждане, дорогие ветераны, дорогие гости, сегодня Республика Абхазия отмечает 30-ю годовщину со Дня Победы и Независимости. В этот день, 30 лет тому назад, государственный флаг Республики Абхазия был водружен на государственной границе на берегу реки Ингур. Наш народ пережил страшную, кровопролитную войну, которая унесла жизни тысяч человек. Победа в Отечественной войне определила ход новейшей истории Абхазии, когда 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись в пределы Республики Абхазия, грузинское руководство угрожало физической расправой всему абхазскому народу. Вооруженные бронетехникой, авиацией и артиллерийскими установками, захватив Сухум и заняв Гагру, оккупировав часть территории Абхазии, грузинские войска принялись грабить дома и учреждения, учинять внесудебные расправы, всеми способами демонстрируя ненависть, нести смерть мирным гражданам. Этому террору подвергались не только абхазы, но и представители других национальностей, проживающих в Абхазии. Опьяненные властью оружия, ослепленные ненавистью, отравленные идеологией крайнего национализма, захватчики стремились стереть с лица земли все, что связано с историей и культурой абхазского народа. И были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами. Это не было эпизодом гражданской войны, как об этом принято говорить в современной Грузии. Это было целенаправленное движение на уничтожение целого народа, включая его историко-культурное, духовное и материальное наследие. Спустя 30 лет после войны никто в Грузии так и не понес наказание за совершенное преступление. В те страшные дни августа 1992 года народ Абхазии принял единственно возможное в сложившейся ситуации решение – дать отпор агрессору ценой жизни и смерти. Абхазский народ не остался одиноким перед лицом врага. Рядом со сражающейся Абхазией встали добровольцы Кавказа, Юга России, многих других российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья. Уже 15 августа 1992 года, на второй день войны, в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с легендарным султаном Сосналиевым. Я хочу поприветствовать находящихся сегодня здесь ветеранов из числа добровольцев. 30 лет назад вы откликнулись на нашу беду и, не жалея собственных жизней, стали плечом к плечу рядом с нами. Ваш вклад в победу неоценим, и сегодня мы говорим вам спасибо. Низкий поклон всем добровольцам. 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял указ о создании Государственного комитета обороны во главе с выдающимся сыном абхазского народа Владиславом Ардзенба. Военными вопросами Госкомитета обороны занимались Султан Сосналиев, Сергей Дбар, в руках ГКО сосредоточилась вся полнота власти по обороне Республики Абхазия. К этому времени сложная ситуация сложилась в Восточной Абхазии, отрезанной от остальной части республики, где вооруженное охотничьими ружьями народное ополчение сумело оказать сопротивление и отстоять город Кварчал. Командование ополчением организовал Аслан Зантария. Параллельно шло формирование Гумистинского и Гагарского фронтов. Командующим Гумистинским фронтом был Мушни Хварцкий, Гагарским фронтом полковник Сергей Дбар. Все, кого мы сегодня называем поименно, это лучшие сыны абхазского народа, отмеченные высоким званием Героя Абхазии. 3 октября 1992 года абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили город Гагру, а 6 октября всю северо-западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа, которая показала, что врага можно сломить, и дала надежду всему народу Абхазии. В последующем были
предприняты другие крупные наступательные операции в январе и марте 1993 года. И хотя эти военные операции были неудачными, они содействовали приобретению личным и командным составом опыта ведения боевых действий. Так, уже в июле 1993 года была проведена успешная, широкомасштабная наступательная операция с высадкой в селе Тамыш морского десанта из Гудауты. Это позволило нанести сокрушительный удар по противнику на Гумистинском фронте, захватить ряд стратегических высот и населенных пунктов севернее Сухума. 16 сентября 1993 года началась операция вооруженных сил Абхазии по освобождению оккупированных врагом территорий. 27 сентября был освобожден Сухум, и уже 30 сентября 1993 года 12-тысячная группировка войск Госсовета Грузии была разгромлена. В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии был нанесен колоссальный ущерб. Были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд. Экономический ущерб, нанесенный Абхазии, составил свыше 11 миллиардов долларов США. В войне погибли порядка 3000 бойцов и командиров вооруженных сил Абхазии. Существенными были потери среди мирного населения. В этот день, несмотря на радость победы, мы вспоминаем всех, кто приближал ее ценой собственной жизни. К сожалению, тысячи матерей так и не дождались прихода своих сыновей с поля боя. Сегодня я хочу выразить слова сочувствия и благодарности всем матерям. Ваша потеря была не напрасной. Ваши сыновья и дочери дали возможность свободной жизни всем детям Абхазии, всему народу Абхазии. В течение 5 лет после завершения войны Абхазия существовала в условиях жестокой блокады как со стороны Шеварднадзевской Грузии. С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией. Абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю. На протяжении столетий народ Абхазии боролся за свою независимость. Становление Республики Абхазия в послевоенный период стало закономерным продолжением процесса восстановления абхазской государственности XX века, основы которой были заложены выдающимся национальным государственным деятелем Нестором Лакоба. И именно его усилиями была создана Советская Социалистическая Республика Абхазия, заложена основа ее хозяйственного уклада, сформирован облик современных городов и курортов, обозначен курс политическое сближение. К сожалению, ряд несправедливых, ошибочных решений в советский период не извели положение Абхазии до автономии в составе Грузии, привели к демографическому перекосу и создали очаг напряжения, что впоследствии сформировало абхазо-грузинский этнополитический конфликт и в конечном итоге привело к войне. С началом процесса распада СССР народ Абхазии усилил борьбу за восстановление утраченной им государственной независимости. Принятие 25 августа 1990 года Верховным Советом Абхазии Декларации о государственном суверенитете явилась первым шагом к ее воссозданию. 23 июля Верховный Совет Абхазии принял постановление о прекращении действия Конституции Абхазской ССР 1978 года и о восстановлении действия Конституции СССР Абхазии 1925 года. Суверенный статус Республики Абхазия. Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 года, явилась правовым оформлением уже созданного независимого государства Республика Абхазия. 3 октября 1999 года на референдуме абсолютное большинство граждан высказалось в поддержку государственного суверенитета Республики Абхазия. Это достижение абхазского народа, ценой которой явились разрушительные последствия войны, страшная блокада, тотальное разрушение экономики и инфраструктуры поставило перед руководством Республики Абхазия в послевоенный период практически невозможную задачу по восстановлению мирной жизни в условиях тотальной нехватки сил и средств.
Эта задача была выполнена. Военные авантюры Грузии в 1998 и в 2001 годах были отбиты абхазской стороной. В январе 2005 года президентом Абхазии был избран Сергей Багапш, под руководством которого продолжился курс на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры. Началось активное восстановление хозяйственно-экономических связей с Российской Федерацией. После вооруженной агрессии режима Саакашвили в Южной Осетии и осуществленной Россией операции по принуждению Грузии к миру 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. Признание со стороны России стало поворотным событием в истории народа Абхазии, получившего возможность для безопасного, мирного развития и гарантии сохранения независимой государственности. В сентябре 2008 года между Абхазией и Россией был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заложивший договорно-правовой фундамент абхазо-российских межгосударственных отношений. Последующее признание суверенитета Республики Абхазия со стороны стран-членов ООН, таких как Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия, установление контактов с руководством Республики Беларусь стали закономерным продолжением политики на укрепление государственного суверенитета в стратегическом союзе с Российской Федерацией. Республика Абхазия высоко ценит формирующиеся отношения с признавшими нас странами. Что касается взаимоотношений Республики Абхазия с Республикой Грузия, то очевидным фактом является то, что для нее российское признание Абхазии стало катастрофой. Грузия при поддержке своих союзников до сих пор изобретает все новые и новые политико-правовые, дипломатические, информационно-пропагандистские инструменты, вроде концепции так называемой российской оккупации и европейская политика непризнания, чтобы нивелировать ценность и пользу признания и сотрудничества Абхазии с Россией и другими странами. В Грузии до сих пор не желают взять на себя ответственность за преступное решение 14 августа 1992 года подписать юридически обязывающий договор о неприменении силы и приступить к установлению добрососедских отношений с Республикой Абхазия. Однако историческая правда на стороне Абхазии, и мы полны уверенности, что на нашем пути становления суверенитета и независимости нет непреодолимых препятствий. В тесном союзе со всеми сторонниками справедливости Абхазия стремится участвовать в формировании архитектуры безопасности, основанную на взаимном признании и уважении. Приверженность к развитию региональных и международных связей, к укреплению стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией остается незыблемой. Народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни. Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты. Мы продолжим строить дороги и коммуникации. Мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения. Мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших граждан. Испокон веков народ Абхазии славился традициями гостеприимства. Это важнейшее нематериальное наследие абхазского народа, которое мы намерены развивать и превратить в национальный бренд. Индустрия гостеприимства, готовность и способность с радостью встречать гостей и делиться с ними возможностью прикоснуться к красотам нашей страны, впитать ее традиции, наполнить силой ее природы – вот фундамент, на который выстраивается здание независимой Республики Абхазия. 30 лет свободной жизни – это лучшее доказательство того, что жертвы войны были не напрасными. Каждый погибший в этой войне дал возможность жизни нашим детям сегодня, тем, кто унаследует Абхазию и будет развивать ее в будущем. Мы безмерно благодарны всем вам, нашим друзьям, которые сделали возможным этот день. Каждый раз, выбирая справедливость, а не зло, выбирая созидание, а не разрушение, вы оказываетесь рядом с нами, а мы рядом с вами. Наша победа – это результат нашего выбора, правильного выбора между злом разрушения и добром созидания. Вновь поздравляю весь народ Республики Абхазия, всех ветеранов, добровольцев,
всех друзей нашей страны с этим замечательным праздником, с Днем Победы и Независимости. Шардам Тапсынра! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, а остальные направо. Напрямик. Чё? Равнение направо. Шагом. Марш! Участники парада занимают исходную позицию. 30 лет отделяет нас от того первого парада, когда войска Сухумского гарнизона прошли по главной площади столицы торжественным маршем. Немало участников того парада и сегодня в строю. Сегодня колонны пройдут по площади в 6-й раз. Оно порело будет отуловчего министра аппарат ГУПа. Аж стоит обслуживал Рождество прибаща ветеран, и он и орден за начал, отуловчего министра Хатуквы, Айнраут лейтенант Лизбет Подспорогли, Хаберазюа, Абират Нагричев ГУП. Начинают движение пешие колонны парадного расчета. На площади знаменная группа во главе с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, кавалером ордена Леона, заместителем министра обороны по подготовке соединений и частей резерва, генерал-лейтенантом Лизбертом Подспороглы. К трибуне приближается пешая колонна военнослужащих управления Министерства обороны Генерального штаба. Возглавляет колонну полковник Тарел Липсая. Министерство обороны Республики Абхазия было образовано 11 октября 1992 года указом первого президента страны Владислава Арденба. На протяжении всего времени главным военным ведомством решаются задачи по обеспечению обороноспособности страны. А колонна Абхадгулу, а полковник Леонид Харба, обслуживал Рджиншплаты и Башран, Апрыча Ага и Бутыркон, и удари Зари Башра Антаза, Айдери Ауспы Мрагыларби Афронтах Иргон, а Мачады Татас Хварчал Яворгон Ауапсыра. Проходят военнослужащие артиллерийской группы Министерства обороны Республики Абхазия. Они внесли значительный вклад в победу народа Абхазии в Отечественной войне над хорошо вооруженным противником. Возглавляет колонну начальник штаба артиллерийской группы майор Рустам Мазуа. Аштыклана Яйуит Аррат Сачидана Зыгзо Абшукчар батальон Аруа.
Ария батальон чеда апсан апсызлар джиншсулаты башира рапхаты амшква рылагамтас. Ай башира яналага инаркны. Апшухчы снагя дуларыйсос хархтаква рамхейгылын. Апчьяра каймат пазыр пшизапшухчыр губья хэнапгарайтой, а подполковник Тимур Харчева. По площади проходит военнослужащий первого отдельного мотострелкового батальона. Возглавляет колонну командир батальона, выпускник Московской военной академии имени Фрунзе, полковник Омар Пацхали. По площади Свободы идет пешая колонна второго отдельного мотострелкового батальона. С первых дней создания батальон выполняет боевую задачу по защите морских и сухопутных рубежей нашего государства. Возглавляет колонну командир батальона майор Дмитрий Ахалаев. Ахапытра Аштах Яевает Апсна Архтер Чпара штаб-хада, а комендант рота Аруа. А рота и на нагжой татулах вчера министры, а штаб-хады Ршата Дара Алзершо Аусмеркаспа. А колонна Атхажгулов, а рота Акаманта Пацэ, а подполковник Емзар Бедья. Ашта Ипсуй, а то их вчера министра, а команда Пшухрат-центр Аруа. Аппарат Губа Пхетулу, а лейтенанта и хабы Олег Морозов. К праздничной трибуне приближается пешая колонна военнослужащих женщин. В колонне участницы Отечественной войны народа Абхазии подполковник Анна Шакрыл и подполковник Лари Исьяни. Все больше и больше военных специальностей успешно осваивают наши женщины в процессе реформирования вооруженных сил страны. А сейчас на площади пешие колонны 7-й Краснодарской краснознаменной, орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Российская 7-я военная база была основана в результате заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и соглашение об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года. На площади военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия. Вооруженные силы Республики Южная Осетия, так же как и Республики Абхазия, начали свое формирование в тяжелое для наших стран время. Армия прошла славный боевой путь, отмеченный героическими подвигами ее доблестных воинов. Возглавляет пешую колонну подполковник Ахсар Джиоев. Ануха ялаху бабин карратах чират мадзура Аруа. Ария мадзура ахатарнатша ай башира амтазы абсызлар зигерейш. Абсадгел ахчара язгылы. Ипшоу ауста зыкпаран ядырпшуан агумшари ахамигдзари. Уртия хагерза надвал пшейша зяшо арпшуа. Ранапыяну аусва ламыскела и нарыгдзой. Аныха ялаху агуб хадаразиует, а майор Рашид Таргел. На площади личный состав пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Военнослужащие пограничного отряда обеспечивают надежную охрану наших рубежей, решают важнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Возглавляет колонну заместитель начальника пограничного отряда подполковник Тимур Габния. Продолжают парад военнослужащие пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Республике Абхазия. Они с честью выполняют задачи по обеспечению совместной охраны государственной границы Республики Абхазия. Во главе колонны подполковник Александр Лебедев.
На площади личный состав Государственной миграционной службы Республики Абхазия. Государственная миграционная служба обеспечивает и осуществляет правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. Возглавляет колонну подполковник Эдуард Комиссония. Впервые на площади Свободы рота почетного караула малого ракетного корабля «Циклон» военно-морского флота России 29 сентября в целях укрепления дружественных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в порт Сухума с официальным визитом прибыл малый ракетный корабль «Циклон» военно-морского флота России. Во главе колонны командир роты почетного караула Черноморского флота Вооруженных сил Российской Федерации капитан Кирилл Федюкович. По площади торжественным маршем проходит Сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазия, атаманом которого является участник Отечественной войны народа Абхазии полковник Роман Равая. Возглавляет пешую колонну участник специальной военной операции на Украине, участник Парада Победы в Москве 2023 года, войсковой старшина Андрей Чирков. Ахапытра Аштаджа Абснагантхарак Ахазал Хратилака Губ. А колоннат Хедгулу Абснугла Рчинчтуа Дебашира ветеран Ахазал Храт Мадзурахан и Хатыпуль Айнрал майор Исауст Шамба. На площади личный состав Министерства внутренних дел Республики Абхазия, который успешно выполняет задачи по борьбе с организованной преступностью, возглавляет знаменную группу ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, генерал-майор милиции Руслан Ажиба. Во главе колонны специального отряда быстрого реагирования командир СОБР, подполковник милиции Дадын Чачхалия. Перед трибуной личный состав Высшей школы милиции Министерства внутренних дел Республики Абхазия имени Героя Абхазии Виталия Смыр. Высшая школа милиции является кузницей кадров Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Возглавляет колонну подполковник Игорь Базильский. На площади личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Министерство реализует государственную политику в сфере гражданской обороны, обеспечивает защиту населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возглавляет колонну ветеран Отечественной войны народа Абхазии, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Нукзар Эмурхва. Продолжают парад военнослужащие Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Личный состав Центра с честью выполняет задачи по обеспечению безопасности, а также противодействию террористическим угрозам нашей страны. Во главе колонны полковник Джон Атумава. На площади Победы парадный расчет Сухумского высшего общевойскового командного училища. Курсанты СВОКу в процессе учебы закаляют волю, воспитывают в себе дисциплинированность. Они составляют кадровый резерв вооруженных сил страны. Возглавляет пешую колонну майор Сид Шакрул. Прохождение пеших колонн парадного расчета завершает сводный оркестр Министерства обороны Республики Абхазия и Министерства обороны Российской Федерации. Дирижеры – народный артист Республики Абхазия майор Давид Гарзян и капитан Артем Попов. Аппарат Ялахус, Ахапыт Рашта
Ишаны Юху, Апснар Джирчпор техника Айсра. Уи Ахирак, Айбашран Аха Имархи. И у Пьерубас Харджирчпо Уяште Хироу Зичицу Айбашигат Хархогахи. Парадные расчеты покидают площадь Свободы. На смену им заступает техника, стоящая на вооружении нашей армии. Вся она в основном была захвачена у противника в ходе боевых действий, а также новая, поступающая на обеспечение наших вооруженных сил. В эти минуты готовится к вылету наша авиация, которая примет участие в параде Победы. В конце шествия 5 экипажей вертолетов, звено самолетов синхронно пролетят над площадью Свободы в боевом порядке. Ахакуитра Аштача Айбашра Аншахва, Хципшизмо артиллеристша, Апсуа артиллерия, Айбашра Яльяет Хазырхой, из Банзарейчкан, Зкиши Пщиню Жижаве Шупса, Сентябрь Мзаза, Уртаха Ижирто Замца, Иснагел Шаман. Аха хорырто на кулыча ркулской техникой, рхорухвартакой, рырщахавай. Шкайнери ганертилерет шепшурапа, ащакатарасы заизыслара фаран, ампута халею и мархы. А колонна хадаразилы, артиллерист Шаргур, а команда атай Аслан Ахба. Ахакуитра Аштаюк Свет, Апол Минаршка Корбатарея, ПМ Швежа артиллерия Дгуб. Выход разивает обснадить, что ебачный ветеран, а гумшерас Амидал Занащев, а подполковник Адгур Анквак, а батарея, а командир, а майор Аслан Жиба. В парадном расчете проходит новое подразделение Вооруженных сил Республики Абхазия. Авиационная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов, созданная по личному распоряжению главнокомандующего вооруженными силами. Оно предназначено для решения широкого спектра задач в современном бою. Во главе колонны старший лейтенант Аляс Гулария. Аппарат Ялаху Ахават Хырчерятанаква Азелит Чокгылаква. Уртер Харфаранов Гарайтует, а подполковник Нукзар Бичвая. На линии парадного расчета гаубичная батарея дивизиона Д-30 и батарея Д-44 противотанкового дивизиона. Колонны возглавляют
ветераны Отечественной войны народа Абхазии, награжденные медалью за отвагу. Подполковник Гарик Парцхалия, подполковник Агаик Шахламджан, командир батареи дивизиона Д-30, капитан Мран Айба. Hara artilleria agudura perwaku, jump широко ариактився кулако ПМ и жир, а курс утверждила Ахаркова регион Айбачраны, заключили в Черзе, лакоте операция Анертеранге, удрыки Альфа Акарцванге. А колонна Хадеразивы Айбачра ветеран Абснафрахата Артур Аракелян, а батарея командир, а майор Тимур Тачулья.
На площади командно-штабные машины Р-142, предназначенные для обеспечения управления войсками и организации связи в оперативно-тактическом звене управления, как автономно, так и в составе узла связи. Р-142 обеспечивает радиотелефонную связь в открытом и закрытом режиме. Возглавляет колонну старший лейтенант Айнар Кутелья. На площади подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению. Во главе колонны капитан Армен Шевелян. На площадь выдвигаются парадные расчеты боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2. В период войны эти скоростные маневренные машины под управлением доблестных защитников Отечества наносили ощутимый удар по военной технике и живой силе противника. Все боевые машины пехоты были отбиты в жестоких боях у врага. Сегодня молодые офицеры, сохраняя традиции старшего поколения, с честью несут службу по защите Родины. Во главе колонны ветеран Отечественной войны народа Абхазии подполковник Ханусей Айба. В строю наши славные танкисты. В период Отечественной войны в Абхазии они проявили беспредельное мужество, а также стойкость и героизм.
на второй день войны, 15 августа 1992 года, у противника был отбит первый танк Т-55, а к концу войны вооруженные силы Республики Абхазия в качестве военного трофея поступили более 100 единиц бронетехники. Более 40 танкистов сложили свои головы в боях за победу. Более 200 танкистов награждены высокими государственными и правительственными наградами. 16 из них стали героями Республики Абхазия, 70 кавалерами орденов Леона, 120 танкистов удостоены медалью за отвагу. Парадную колонну возглавляет полковник Аляс Авицба. Агункарла Геракрыман Ахатутра Аштая Хуправит Алерталетка Ми Аба. Уркыркурует Апсатичто Тубашра ветеран, а полковник Нури Гензма, а подполковник Инал Гунба. Рад Хеневит Арра Хаир вертолет Ми Випшка, а командир Шота Клиев. Командиры экипажей вертолетов в небе над площадью Свободы. Майор Адамыр Ашуба и Алексей Головин. Аштая Хуправит Ажуларат авиация Хайрпланка. Урт Пызар Рзивит Апснадинчто Тубашра ветеран, а генерал-лейтенант Ад Гургумба. Апсна Арра Хаир Нчкоя Битоп, Айбашигат вертолетка, Апшухрат Арра транспорт Хайрпланка Рыла. За штурвалом самолетов Л-39 подполковники Вячеслав Куц, Айнар Отерба, Виталий Аршба, майор Тимур Пачулия. В небе над площадью легендарный Ан-2. Командир экипажа полковник Заур Эшба. Над площадью парашютисты, военнослужащие сборной команды вооруженных сил Российской Федерации. Высота десантирования 1500 метров. С флагом Республики Абхазия совершает прыжок начальник команды подполковник Александр Иванов, мастер спорта международного класса, чемпион России в команде, многократный чемпион вооруженных сил Российской Федерации, чемпион Европы в команде 2013 года, обладатель Кубка мира 2013 года, чемпион всемирных воздушных игр 2015, рекордсмен России, участник десантирования на Северный полюс. С ним прыгают 4 чемпионки мира Европы и России: МСМК Евгения Фурман, Елена Тушева, Таисия Кривощекова и Алена Иванова. С флагом Российской Федерации выполняет прыжок Дмитрий Максимов,
заслуженный мастер спорта России, шестикратный абсолютный чемпион России, 28-кратный чемпион мира, чемпион всемирных воздушных игр 2015 года, абсолютный чемпион мира ФАИ 2016 года, рекордсмен мира, обладатель 10 кубков мира, многократный победитель и призер чемпионатов Европы, многократный чемпион Вооруженных сил Российской Федерации. С флагом Центрального спортивного клуба армии совершает прыжок старший лейтенант Алексей Быков, мастер спорта России, многократный призер чемпионата России, многократный чемпион Вооруженных сил Российской Федерации, чемпион мира в команде 2016-2017 годов, чемпион мира ФАИ в команде 2016 года, чемпион России в команде 2017 года, чемпион и рекордсмен мира 2018 года. С флагом Вооруженных сил Российской Федерации совершает прыжок вторым десантируется прапорщик Валерий Хювенин, мастер спорта России, чемпион и призер чемпионатов и кубков России, многократный чемпион и призер чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации, 9-кратный чемпион мира, купольная этажерка, МСМК чемпионы мира России Андрей Савин, Михаил Мельников и Константин Котов. Праздником! На площади Свободы бессмертный полк. Тысячи людей в городах сегодня вышли на марш с портретами родственников, участников Отечественной войны народа Абхазии. В одном строю старшее поколение и молодежь. В колонне дети, внуки и правнуки участников
Отечественной войны народа Абхазии. Победы кавалькада конников. Федерация конного спорта Абхазии участвует в международных официальных спортивных мероприятиях, где, представляя нашу республику, показывает высокие спортивные результаты. Возглавляет колонну конников президент Федерации конного спорта
ветеран Отечественной войны, награжденный медалью за отвагу Милор Шулумба, в числе прославленных наездников, мастер спорта республики, ветеран Отечественной войны, награжденный медалью за отвагу Владимир Логуа, ветеран войны, награжденный медалью за отвагу Беслан Барганджия. Расчеты покинули площадь. Нашей армии через 10 дней исполняется 31 год. За это время вооруженные силы преобразовались в слаженный организм, готовый решать задачи по обеспечению обороны и безопасности государства. Президент Республики Абхазия, главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжания, вместе с министром обороны, генерал-полковником Владимиром Ануа спускаются с трибуны и направляются к командирам воинских частей, только что прошедших по площади, и благодарят их за службу и отличную подготовку к параду. Ихыркшоуп арратә парад, уи иалахәыз аруаа руалԥшьақәа рынагӡараз рырхәҭақәа рахь ихынҳәуеит. Нагӡара акәзааит Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аԥсны жәлар иргаз аиааира. Нагӡара акәзааит зых иақәиҭу Аԥсынра. Аныҳәа шәадныҳәалаз Аԥсны иаҭааз асасцәеи ҳџьынџьуааи. Военный парад завершен. Военнослужащие, принимавшие участие в нем, после парада заступят на боевое дежурство, чтобы охранять созидательный, мирный труд народа Абхазии. Да здравствует победа народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Да здравствует свободная Абхазия! С праздником, уважаемые гости и дорогие соотечественники!